Авторы фильма выражают глубокую благодарность нашему современнику, итальянскому историку Карлу Гинзбургу, автору знаменитой книги «Сыр и черви». Его исследование легло в основу фильма о сложной судьбе и жизни человека из простонародья Доменико Сканделло. Che albero strano! Sono dorati? Hanno I trojchi bianchi sono come I corpi delle donne. Li non ho visto mai a Монреале. Ты кто такой странный? Лёва, у него мешок на голове. Ты кто? Sono Domenico Scandella. Altri mi chiamano Minocchio. Sono di Монреале. Чего не понимаю? Из Канады, что ли? Что ты сказал? Из Монреаля? Sono di Monreale, di Friuli. Mi sono spiegato bene? Сопете? А вы кто такие? Турки? Какой веры? Мы студенты университета. Кристина, посторонись. Мы пришли произвести в доме твоего мужа Доменико Сканделло обыск. Обыск проводится по распоряжению генерального викария, его святейшества Жан-Батиста Моро. Начинайте, святой отец. В отсталой Фриуле грамотными были не только мужчины, но и женщины. В ряде поселений были начальные школы, где обучали даже начаткам латыни. Книга составляла привычную часть повседневности и была предметом частого употребления в Италии XVI века. К ней относились без излишнего трепета и почтения. Она могла вымокнуть и порваться. Может, он из прошлого? Может, он бомж? Нет, он, скорее всего, ненормальный. Смотри. Процесс начинался, когда о нем еще ничего не знал тот, кто скоро попадет в застенок. Вы хотите показать Анасичайно Миноккио? Что именно? Он говорил мне, что если его привлекут к суду, он не будет противиться. А если начнут преследовать, то он много чего скажет о дурных делах тех, кто наверху. Доменико, наконец-то. Я так переживала. Я боялась, что тебя схватили инквизиторы, а ты, как всегда, не надел свой позорный крест. У Миноккио было 7 детей, из которых самым надежным и любимым был Занута. Со мной такое приключилось. Агастина не верит, но ты-то поверишь. Я шел на мельницу и подскользнулся, и попал как будто бы в рай. Но я ведь никогда в него не верил. Ты сейчас не веришь. Что ты говоришь? Ты не думаешь, что ты говоришь. Ты хочешь еще одного процесса? Ты хочешь попасть в ад? Я ведь попал не на поповские небеси, нет. Я попал в новый мир, отличный от нашего. Ты совсем помешался на своей Мондавиле. Миноккио Мондавилой называют знаменитую книгу «Путешествие Джона де Мондевиля». Иной мир, что я увидел. Он такой яркий, он ослепил меня. Я видел разных людей и даже разговаривал с ними на их языках. Такого быть не может. Господь наказал людей непониманием. Нет, ошибаешься, брат. Это не Вавилон, а рай. Там все равны и понимают друг друга без латыни. Отец, что за сказки? Ты так ударился, что в голове у тебя до сих пор гудит. А лица у них разрисованы, как у венецианок. И руки незнакомые с работой. Бог всем уделил от Духа Святого. И иудеям, и евреям, и христианам, и еретикам. И я знаю, что все могут спастись. Так тебе все равно кем быть? Турком? Иудеем? Или христианином? Нет, падре, я могу пояснить. Вот если бы я был турком, я бы не хотел становиться христианином. Но я же христианин, поэтому я не хочу быть турком. Лучше бы тебе помолчать, Доменико. Как бы не пришлось потом каяться. Карнавал и танцы – очень давнее и внесословное развлечение, привлекавшее публику в трактиры. Его признаком были черные маски. Брак создал не Бог. А кто? Люди, что ли? Браки совершаются на небесах.
В старину мужчина и женщина просто давали друг другу слово. Этого было достаточно? Вполне. Это тебе одержимый мельник сказал? В Монреале это все знают. Евангелие выдумали попы и монахи, которым больше делать нечего. Нет, Евангелие не выдумали попы и монахи. Оно было написано раньше. Еретик. Что ты смотришь? Ты, просветленный, уходи. Уходи, Тина, уходи. Была оценена инквизиционным трибуналом Вавиана и генеральным инквизитором Фриули, которым стал Джероламо Астео. Именно он проводил обыск в доме Миноккио и принимал доносы в Монреале. Ваше Преосвященство, интеррогатус, житель Авиана Лунардо Симон. Я думаю, Доминика исполнил дурных мыслей. Он часто повторяет, что священные писания выдумали попы для того, чтобы морочить простых людей. Кто свидетель этих нечестивых слов? Плотник из Монреаля, Мелькиоре Джеберс, местный трактирщик из Авиана. Интеррогатус, трактирщик из Авиана Микеле Турко по прозвищу Пиньоль. Когда в последний раз вы видели Доминика Сканделла? Я видел Миноккио на карнавале в Авиано. Он в моем трактире музыку играл. Вы можете подтвердить показания о том, что Доминика Сканделла, прозваемый Миноккио, заявлял, что если Христос был в самом деле Бог, типа он настоящий мудр, что позволил себя распять. Он этого слова не произносил, но я понял, он имеет в виду очень грубое слово. От него у меня даже волосы дыбом встали. Он действительно придерживается такого мнения? Да, ваше Преосвященство. Миноккио крепко держится за свои мысли. Для меня он хуже турка. Священник из Пальчиниго. Как давно вы знакомы с Доминика Сканделла? С детства. Мы родились и выросли в Монреале. Но вот уже много лет, как я служил в приходе Пальчиниго. А вы знаете, что Высокий трибунал Инквизиции обязал Доминика Сканделла носить покаянную накидку с крестом? Да, я знаю. Он носит знак креста постоянно. Правда, иногда под одеждой. В трибунал Инквизиции и явился добровольно. Интеррогатус эст Миноккио. Вы знаете кредо? Да, я знаю кредо, я слышал, как читают кредо во время мессы, ну и сам подпевал в Монреальской церкви. Если вы, как утверждаете, знаете кредо, то вам понятны такие слова, как «Qui conceptus et the spiritus sanctonatus ex Maria Virgine». Да, конечно, я понимаю их. Были у вас колебания в вере? Ну, мне много фантазий приходило в голову, но я никогда не давал им веры, и тем более никому их не сообщал. Какие фантазии вас посещали? Поведайте, чистосердечно. Ну, я мыслю и думаю так. Сначала все было хаосом. И земля, и вода, и огонь, и небо. Потом это все сбилось в один комок, как сыр в молоке. И в этом комке возникли черви. Эти черви были ангелы. Ну, так возникли Бог и ангелы. Потом Бог создал Адама и Еву и многих других людей. Но они не исполняли его заповедей, и Бог послал к ним своего сына, а евреи схватили его и распяли. Но я никогда не говорил, что его повесили как скота. Миноккио недолго держали в тюрьме Авиана. После непродолжительного допроса его перевели в тюрьму для изобличенных еретиков в Порто-Груаро. Им был тот, кто продолжал настаивать на своей правоте. В отношении к еретикам-рецидивистам инквизиторы редко проявляли милосердие. Именно таким был Миноккио. Первое заседание по делу Доминика Сканделла в Порто-Груаро, которое вел генеральный викарий Ваше Высокопреподобие Джамбаттиста Моро и генеральный инквизитор Фриули Фра Джероламо Астео. Ответьте, привлекались ли вы раньше к суду Инквизиции? Вы хотите сказать, что Бог так же, как и дух, дарованный им человеку, состоит из добра и зла? Я человек не ученый, не могу я этого знать. Но каков рай для добрых, как вы говорите, душ? Что он собой представляет? Я считаю, что это место, которое окружает весь мир. И оттуда все видно, даже рыб в море. И у людей, которые там живут, как будто бы праздник. Пытка на дыбе. Перед пыткой осужденного раздевали, и врач производил осмотр для назначения меры истязания. Осмотр врача Фра Аугусто показал, что Доминика Сканделла способен выдержать пытку на дыбе с одним ударом бича. Палач, заберите обвиняемого. Обвиняемым завязывали руки за спиной и таким образом подвешивали над землей. В некоторых случаях на ноги вешались гири. В таком состоянии обвиняемый мог оставаться целый час. Убей меня, Бог.
У меня нет никаких ни учеников, ни товарищей. Все, что я знаю, я сам прочитал из книг. Кто из еретиков вам известен? Я не имел дела ни с каким еретиком. Я просто хотел узнать великое и неизвестное. Пытка проводилась с умеренностью и длилась полчаса. Заседание явствует, ибо об этом вам было заявлено, что дух ваш шаток и исполнен из нечестивых мнений. И ныне Святой Суд желает, чтобы вы закончили перед нами изложение своих мыслей. Дух мой объят был гордыней. Я желал нового устройства мира и нового устройства всей жизни. Я думал, что церковь идет не по правому пути и хулил ее за роскошество. Реляпсо. Реляпсо. Реляпс. Одновременно с процессом над Миноккио во Фриуле завершился сожжением еретика инквизиционный процесс в Риме над бывшим монахом-францисканцем Джордано Бруно, который исповедовал техчайшие заблуждения в ереси и отрицал, что они являются заблуждениями и ересями. Как и Миноккио, он был признан нераскаянным, упорным и непреклонным еретиком. Реляпсо. Реляпсо. Реляпс.